Аил, этот 2023 год является годом больших выборов в Республике Саха-Якутия, которые определят нашу судьбу на ближайшие несколько лет. Вот, хотелось бы выслушать ваше мнение по предстоящим политическим событиям. Да, 2023 год очень богатый. Вот по выборной тематике у нас действительно стоит возможность наконец-то консолидировать весь народ, прийти и выбрать того человека, который будет определять политику, значит, на всех уровнях в нашей жизни. И как обычно бывает, мы вот выбираем с нашего участия или без нашего участия, допустим, главу села, а потом, если он по каким-то критериям не подходит нашему представлению, мы начинаем сожалеть, говорить, что вот он такой нехороший человек, мы тебе поверили, в следующий раз мы тебя не изберем, да? Но это очень неправильно, ругаться, там, отходить. У нас еще вообще мне политика очень сильно опротивила, можно сказать, в свое время, потому что, во-первых, она разделяет наше население сразу на лагеря, и после уже даже выборов люди не мирятся друг с другом, остаются врагами. И когда какой-то руководитель избирается, то команда, которая в другом лагере была, она не только ему не помогает, она ему еще и мешает. Поэтому вот это очень контрпродуктивно. На самом деле я считаю, что если выиграл, например, глава поселка, те, кто противниками были, они должны прийти и вместе с ним в его же команде работать. Другое дело, что они себя должны показать, чтобы на следующих выборах сказать, что вот, да, мы поддержали ради нашего населенного пункта, наших жителей, мы его поддержали, вместе поработали, но и сделали то-то, 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 теперь я могу быть более эффективным руководителем, и он может себя представлять на следующие выборы. А то люди боятся, я сейчас за него поработаю, он себе все присвоит, и тогда как будто он хороший кажется. Так, мы не должны так думать, иначе мы все будем палки в колеса друг другу ставить, чтобы он лучше не выглядел, а в итоге это же страдает население. Поэтому вот я за то, чтобы всегда находить такую консолидирующую какую-то нитку, а это польза для народа. Вот, если это полезно для народа, это хорошо. Все, что разъединяет, ссорит или против народа действует, это неприемлемо. И ладно, вот мы не должны потом ругаться, я тебя больше не выберу, да, а ты вот перед тем, как выбрать человека, посмотрите на этого человека, что он сделал до этого, как он себя вел, когда выборов не было. В этом плане мне представляется очень интересным люди, которые, например, участвовали в защите экологии, люди, которые тушили лесные пожары, люди, которые помогают сейчас ребятам в СВО. То есть при паводках, при других каких-то вот трудных моментах для республики, для района, для села, они приходят на помощь. Вот это люди, на которых нужно обратить внимание. Не те, которые вот перед самыми выборами начинают говорить, что смотрите, я вот здесь помогаю. Но это же видно, население же видит это. Вот. Поэтому я думаю, что в этом году я специально обращу свое внимание вот на население и на таких людей. Я даже какую-то коалицию сейчас даже готов призвать всех, кто со мной защищали природу, экологию, кто со мной тушил лесные пожары, тех, кто помогал вот сейчас на СВО ребятам, кто вот вообще всегда в трудную минуту приходит людям на помощь, волонтерствует, там что-то еще. Вот все волонтеры, добровольцы, люди, которые неравнодушные, приходят на помощь, какие-то благотворительность сделать. Я вот вас прошу отозваться и давайте вместе примем активное участие в этих выборах. Почему? Потому что я бы хотел, чтобы вот такие неравнодушные люди, они были вот как раз таки при принятии важных решений. Например, я хочу вот собрать команду и
кто пойдет в Вилтумен, кто пойдет в городскую думу. Почему нет? Почему бы нет? Не надо там быть супер каким-то там богатым или там супер известным. Но если вы делаете добрые дела, за вами есть реальные поступки, то я готов о вас рассказывать, готов о вас продвигать. Вот, и чтобы республика от этого только выиграла. Вот такие люди, мне кажется, это будет правильно. Ну, это мое мнение, оно может не совпадать, может оно в чем-то ошибочно, но мне кажется, что люди, которые неравнодушно себя вели без выборов, они по-другому не смогут себя вести, даже если их выберут. И это люди очень ответственные. Они если взялись, то они как бы доводят дело до конца. Это что касается грядущих выборов, да? Вообще, вот, Кандыч мне задает вопрос, да, о моем некотором преображении, да, как писали, говорит, в телеграммах, там перевоспитали меня. Но здесь я хочу все-таки привести пример летом 2021 года. До этого времени у меня довольно-таки резкая была позиция по каждому поводу, где мне казалось, что-то несправедливо происходит. Я мог открыто критиковать власть, чиновников, хотя я понимаю, какая работа делается теми же чиновниками. Я сам был чиновником, знаю, что вот люди уходили в 8 часов вечера, и им было стыдно, что они рано уходят, потому что там еще столько работы, и чувство вины так было, когда в 8 часов или в 7:30, не дай бог, там уйдешь раньше времени, и уже ты думаешь, что что-то ты не доделал, да? А так до 10, до 11, ну, те, у кого есть родные такие вот, кто вот работает, они знают, что на самом деле это большие труженики. И делить всех на чиновников и на другой народ, это вообще непродуктивно. И когда мы начали защищать наш лес при тушении лесных пожаров, у нас же сформировался такой штаб, в который вошли представители и партии власти, и действующие чиновники, там, и все это как-то совместно работало с Министерством транспорта, Министерством экологии, зампредами. И я поймал себя на мысли, что, ребят, ну на кого мы делимся? Это же партия власти, эти же чиновники, они такой же народ. Они что, меньше меня или, там, любят природу? Или там, меньше меня беспокоятся за здоровье своих близких? Абсолютно нет. Другое дело, что вот, есть некоторые вещи, когда там голосуются единогласно, там, вот, это есть такое, да. Но принципиального деления не должно быть. То есть я в 2021 году перестал критиковать власть. Потому что те предложения, которые я озвучивал вместе с критикой, они отторгались вместе с критикой. А когда я начал совместно работать с властями, в том же штабе выступать, и на тех же совещаниях, ко мне стали прислушиваться. Мои предложения стали претворяться в жизнь. И я подумал, это хорошая формула работать с властями, не критикуя их, а работая как бы дружно и вместе решать какой-то комплекс проблем. Это намного. И у нас вот, как бы, пример тушения лесных пожаров показал, что вот население, бизнес, общественники, там, власть, все это так объединилось, и мы быстрее все-таки потушили лес и с меньшими затратами. И так, как говорится, большая площадь была пожаров, да? Но если бы мы еще не объединились, а еще если бы ругали друг друга, ну, ничего бы не получилось. Поэтому вот, да, я поменял свое отношение к властям. Да, я стал стараться видеть плюсы в том, что они делают. Надо, на что обращаешь внимание, то и растет, называется. Поэтому мы должны поддерживать, поощрять нашу власть в тех направлениях, которые они делают правильно. А что хотелось бы улучшить, так не надо сидеть на диване, там, через интернет высказывать свое недовольство. Да. Придите в тот же, организуйте штаб тот же добровольческий, да, общественный. Хотите, придите в это министерство, как я пришел в ГАО «Якутлесресурс». Найдите, поговорите с теми, кто по-вашему делает что-то неправильно. Предложите свою помощь и вместе решайте этот вопрос. Вот выход. И я считаю, что вот этот формат, который я вот в себе изменил, я сделал больше
в разы больше, чем я за это время, там, если бы я занимался одной критикой. Критика, вот, она только обозлит людей, тех же чиновников. И чиновники потратят свое время, которое они, государство оплачивает, наши налоги идут на оплату тех же чиновников, и они вот это драгоценное свое время будут тратить на то, чтобы оправдаться на вашу критику. Или сказать, что это не так, я вот что-то сделал. То есть он тратит свое время на это. А если мы будем направлять не на то, чтобы он оправдывался от этой критики, а что-то вместе делать для решения проблем, мы же намного сделаем мир лучше. Вот в этом направлении я вот считаю, что да, я стал по-другому на это смотреть. И считаю, что именно в сотрудничестве с властями мы сможем много решить вопросов, нежели если мы будем себя обиженных строить, там, оскорбленных, там, недовольных. Ну, это не значит, что я никогда не высказываю эмоционально свою точку зрения, но тем не менее я всегда стараюсь идти к тому, чтобы мы вместе с властями, с бизнесом, с обществом нашли какое-то решение, в котором мы могли бы объединить свои силы. И вот на выборах, если мы, допустим, выбираем кого-то одного, там, из всех кандидатов одного выбрали, он выиграл, мы должны этому человеку также относиться, прийти к нему, помочь, где-то поддержать, посоветовать, тогда и не огульно не критиковать только за то, что он там выиграл, или он относится к другой партии, которая нам не нравится. Поэтому вот я считаю, что все-таки мы должны немножко поменять свои отношения к властям и к тем, кого мы избираем. И вообще, считаю, что сама процедура голосования, она на каждого из нас же все-таки тоже ложит ответственность. Мы можем там, в следующие 5 лет ругаться, кричать, там, говорить, что вот, недовольны, писать всякие гневные вещи, может даже митинговать. Но когда от вас больше всего зависит что-то? Это когда выбираете человека, который будет принимать эти решения, с которым, возможно, в будущем не согласитесь, но именно сейчас этот вопрос решается. И если вы не будете голосовать, если вы скажете, я в эту власть не верю, я в эти процедуры не верю, я не буду в этом участвовать, ну, ничего не поменяется. Единственный путь – это перед самыми выборами внимательно изучать каждого человека. Не то, каким он себя преподносит через свои ролики там, эффектные, дорогостоящие, или там, через рекламную продукцию свою. Просто узнайте об этом человеке, чем он занимался до этого. Он таким был или он стал только перед самыми выборами, чтобы вас обмануть? Это спросите у людей, у его земляков, поинтересуйтесь. Это, конечно, потребует вашего времени, даже в интернет зайти. Но если вы этого не сделаете, вы можете ошибочно либо не принять участие, либо... То есть вам обязательно нужно принять участие в голосовании, чтобы взвалить на себя ответственность. Да, я за этого человека голосовал, прийти к нему и сказать, я за тебя голосовал, будь добр, пожалуйста, вот на это обрати внимание, на это, на это. Но это должен быть человек, который вас выслушает после выборов. До выборов все вас будут выслушать, вам будут целовать руки, ноги, как говорится, лишь бы вы там за них отдали голос. Но когда выборы пройдут, вы их не можете не увидеть. Вы не только, они будут при появлении вас в поле зрения, они могут даже нервничать, типа, ой, опять эти избиратели достали меня. Вот такое отношение будет. Чтобы этого не произошло, мы должны сегодня выбрать неравнодушных. Те, кто, за спиной которого действительно есть подтверждение того, что они вот для народа что-то делали, что они об этом думали не... Потому что у них сердце такое. Они вот стараются о людях думать, об их удобствах, что-то лучшее, светлое приносить. Вот таких людей надо выбирать. Поэтому я призываю, вот даже вот свое объединение даже назову, наверное, «Добрая воля». Добрая воля – это как доброволец, как волонтер, как общественник, как неравнодушный человек. Вот я хочу назвать даже предвыборную свою вот эту, коалицию «Добрая воля». Пожалуйста, ребята, если такие есть, пишите мне, звоните, давайте объединяться и поддерживать друг друга. И уже возьмем ответственность за нашу жизнь в свои руки. Не потому, кого нам выберут или кого нам предложат,
своими руками вот взять и выбрать. Я имею в виду, конечно же, в первую очередь городская дума, муниципальные образования, Илтумен. В этом направлении нам нужно вместе работать.